Сегодня у нас вечер как заседание офицерского клуба. Среди вас есть офицеры, среди вас есть юристы, настоящие, будущие. И есть ученики и соратники Умарова Кафиля Фахразиевича. Этот человек был 13 лет генеральным прокурором Республики Татарстан, и около 15 лет этот человек был другом штаба татар. Кафиль Фахразиевич бывал в штабе очень много раз и рассказывал удивительные, интересные вещи, которые были интересны и незнакомые не только молодежи, но и старшему поколению. Например, он читал несколько раз потрясающую лекцию о том, что такое Нюрнбергский процесс. Да? То есть мы все думаем, что это, это процесс над фашистами. А именно благодаря Кафилю Фахразиевичу стало понятно, насколько это сложное было мероприятие. Всегда эти встречи были интересными, наполненными информацией, наполненными и юмором, и шутками, потому что как личность, как человек Камиль Фахразиевич был очень разносторонне развитым человеком. Он был замечательный фотограф. И свою трудовую деятельность он начинал в районной газете Удмуртской как фотограф, как фотокорреспондент. И это увлечение фотографией осталось с ним на всю жизнь. Он даже издал книгу, которая называется «Улицы Казани». Как раз вот со своими фотографиями любимого города Казани. Я всегда вспоминаю одну семейную историю. Дело в том, что младший брат моей мамы, окончив речной техникум, ушел на фронт. И поскольку он был речник, его направили в Севастополь на морской флот. И буквально в первые же месяцы войны он там погиб. И успел лишь прислать одну небольшую черно-белую фотографию, где он снят в морской форме. И вот дедушка уже после получения похоронки увеличил ее и повесил в сельской избе в качестве портрета своего сына. И прошло буквально несколько лет после войны, в село приехала бригада нашей филармонии артистической ставить концерт. И после концерта их пригласили поужинать, поскольку у дедушки была большая изба, решили накрыть вот в этой избе. И угощают их сельскими припасами. И вдруг один из участников этой артистической бригады глаз, говорит, не отводит от этой фотографии. И потом спросил, кто это? А дедушка говорит, это мой сын. Он говорит, знаете, мы вместе воевали в Севастополе, и я его похоронил. Он погиб на моих руках. И вот эта маленькая фотография, увеличенная, значит, помогла узнать судьбу моего дяди. И до сих пор вот эта история жива среди наших родственников. Впервые мы познакомились с Кафилем Фахразиевичем примерно в 88-м, наверное, 89-м году. В то время я работал заместителем комитета комсомола Казанского госуниверситета. И на одном из совещаний сидел рядом с таким представительным мужчиной. Даже мы с ним как-то переговаривались, и я узнал, что он тогда являлся прокурором Вахитовского района города Казани. И в дальнейшем так получилось, что судьба меня связала все-таки с этим человеком. В 2002 году, уже отработав на тот период времени 8 лет в прокуратуре Марийской Республики, я решил перевестись в прокуратуру Татарстана, вернуться, так сказать, на родину, и пришел к нему на прием. Мы с ним поговорили, я ему напомнил как раз вот эту нашу первую нашу встречу, наше знакомство. Он вас вспомнил? Он меня, конечно же, не вспомнил тогда, но сказал, ты вот в комитете комсомола был последним секретарем. После тебя, как говорится, комсомол в университете закончился. Если я возьму тебя на работу, с прокуратурой такое не произойдет. То есть чувство юмора у человека, да? Мы посмеялись так, я сказал, что, конечно же, с прокуратурой такого не произойдет. Вы знаете, вот я вам сказал, что я из рабочей семьи, у нас 6 детей было, я второй по возрасту. И у нас вот папа
мама, очень люди были с юмором большим, особенно папа. И в работе я ценю шутку. И у нас очень много в прокуратуре, в этой республике, среди прокурорских работников, людей, очень тонко ценящих юмор. Это, я считаю, очень такие люди ценные для прокуратуры. Я считаю, шутка – это то средство, которое помогает прокурорам не завязнуть в нашем вот этом житейском болоте. Здорово, что в прокуратуре и Российской Федерации, и Татарстана работают замечательные представители татар. Но дело даже не в национальности, а в том, что вообще такие люди с такими принципами, с такими личностными ценностями есть сейчас в высоких органах власти. Это дает надежду на то, что будет кому заниматься просветительской деятельностью, так как это делал Кафиль Фахразевич. А он именно пропагандировал то, что если ты чего-то добился в жизни, передавай это дальше, учи молодежь. Существует несколько преданий о происхождении нашего села. Говорят, что первые люди к нам переселились из деревни Шурма в Кировской области. И поэтому голь Шурмы, то есть беднота, которой нечего было там делать, обосновалась в этих местах, и поэтому село назвали Голь-Шурма. Второе название, вторая такая легенда, она более поэтическая, связана уже с местным населением, с удмуртами. Шурма по-удмуртски означает река. И поэтому люди, поселившись в красивом месте на этой красивой реке, назвали свое поселение Голь-Шурма. Цветущая река, красивая река. Я здесь не в качестве прокурорского работника, я автор 5 книг о истории 5 сел. Поэтому это села, из которых мама, папа. Я ведь много лет следователем работал. Обратите внимание, исследователь, один корень. Поэтому, конечно, работа в архиве, работа с людьми, она облегчается опытом, который у меня есть.